Какой же праздник без цветов и подарков? Команда Общественной палаты отправляется к Фадиме Анцалоевой, матери героини и ветерану труда. Почетной грамоте награждается Цалоева Фадима Хусейновна за активную жизненную позицию, достойное воспитание детей в связи с Международным женским днем 8 марта. Я грамоте не охран. Региональное отделение, там медали. На на обороте написано «Рай под ногами матерей». Детей Фатиман было 15, многих безвременно потеряла, но, несмотря ни на что, выстояла, не сломалась. Умудрялась смотреть и за ними, и за мужем, который перенес тяжелую операцию и болел, да еще и работала в поте лица, пытаясь обеспечить семью. Родные и близкие тоже ей помогали. Жизнь была непростой, признается бабушка в свои 83, но в молодости все воспринималось как должное. Цену пережитым трудностям она смогла осознать только много позже, когда дети выросли. Отсюда гости прямиком отправляются уже в Общественную палату. Перед ними стоит не менее важная миссия. Бабушки, дочери, жены и подруги в этот праздник восхваляют и поздравляют каждую. За этим столом врачи, медсестры, журналисты, учителя, женщины разных профессий. Дорогие матери, дорогие женщины, наступила долгожданная весна, которая несет с собой тепло, солнечный свет, радость обновления и добрых перемен, новые надежды, все то, чем наполнено это время года. Его нежный, трогательный праздник 8 марта. Несмотря на напряженный ритм жизни, они умудряются делать карьеру, воспитывать детей и даже заниматься общественной работой. Они нашли свое счастье в семье и в любимом деле, на личном примере показывая, женщина не только хранительница домашнего очага, но и успешный учитель, писательница и общественный деятель. Мне кажется, вот любая из нас, все милые женщины, когда мы чувствуем общественное признание, то, наверное, каждой это приятно. Потому что кроме нашей работы, за которую мы получаем свою заработную плату, есть общественная работа. И именно благодаря этим людям наша жизнь становится лучше, красивее, мы, наверное, становимся добрее, умнее и более душевно относиться друг к другу. В этом зале звучат только теплые слова и искренние благодарности. Мадина Муталиева – человек благородной профессии. С 1988 года она работает в Сунжинской больнице в травматологии. Работа нелегкая, я вам скажу, но мне нравится. У меня всегда душа болит за наших больных. Как обеспечить медикаментами отделение необходимо. Оказать внимание, научить молодых медсестер, которые приходят на работу. Это моя обязанность. От души искренне я признательна, что меня отметили, вспомнили. Баркал Яриас Халшан. Самое главное для них – внимание и понимание, что все, что они делают ради общества и народа, не зря. Но без цветов и подарков, конечно, не обходится. Не тех, кого каждый день осыпают цветами, кому дарят роскошные корзины со сладостями. Хотелось тех, которых где-то подзабыли, которые стояли у истоков становления нашей республики, являются патриотами большой и малой Родины. Этого праздника большинство представительниц прекрасного пола с нетерпением ждут из года в год. И не так важно, какой подарок им преподнесут. Главное – внимание, и чем его больше, тем лучше. Тамара Хашагульгова, Рамзан Зурабов, Новости 24.